Я шейные позвонки имеющие, голову склоняя стою. Я спинные позвонки имеющие, стан сгибая стою. Под светлым и ясным небом прекрасная есть страна. В этой чудесной стране поселиться, обосноваться мне разрешите, прошу я. Отцом сотворенная, славные уста свои я не открывала еще. Матерью рожденная, заветных слов своих я не высказала еще. Кыз-Дибелье, Бухатыр. Якутская женщина всегда была скромна и умела держаться в тени мужа, оставаясь в то же время мозговым центром всей семьи. А в скотоводческой культуре народа Саха все жизнеобеспечение семьи держалось на ней. Пытливый ум, устремленность к познанию мира задолго до советской власти вывел якутскую женщину на стезю образования. Мария Николаевна Андросова-Ионова, одна из ближайших помощниц Эдуарда Пекарского в подготовке его словаря якутского языка. Евдокия Сафроновна Аржакова, организатор женского образования, и многие-многие другие, протарившие якутской женщине, всему народу, путь к грамоте, знаниям, свету. 1925 год. В Якутске открылся первый всеякутский съезд трудящихся женщин. Он аккумулировал энергию, бурлившую в обществе с начала века в преддверии Первой русской революции и в годы торжества победившего пролетариата. Съезд открыл сам Платон Аюнский, для которого женщина всегда была источником вдохновения и творчества. Среди делегатов съезда была и его мать, Евдокия Ивановна Слепцова. Платон Алексеевич очень уважал мать свою. Вообще, женщины для него, как это говорит, для него было тангара. И у якутов вообще даже вот издревле джахтар тангара. Женщина раньше была забитая, привязанная к хатону, коровьему хвосту и к домашнему очагу. Она стремилась к свету, к знаниям. И, мужчины, конечно, там добытчики и так далее. А вот воспитатель – это женщина. В те годы, 20-е годы, нужно было раскрепостить женщину, дать ей знания и приобщить к общественной жизни. Вот это было такое, и первый съезд дал большой толчок к этому. В 1925 году впервые в истории известные женщины Мария Потапова, Евдокия Савина были избраны в состав ЯЦИК. Так началось активное продвижение женщины в политику и общественные организации. Вот кому предстоит открывать сказочно огромный, еще во многом нетронутый богатство необъятного края. Женское представительство в общественно-политической жизни должно было демонстрировать достижения советской власти в раскрепощении тружениц. И в то же время это был объективный рост женского потенциала, поиск собственного места в круто изменившихся социальных и политических условиях. Ярчайшим примером прорыва к самым вершинам общественного положения того времени служит жизнь делегатки первого Всеякутского съезда женщин Фени Федоровны Корниловой, первая женщина-якутка, окончившая юридический факультет Московского университета. В 30-е годы она работала в прокуратуре СССР, потом возглавляла Центральный совет профсоюзов работников прокуратуры и суда. Впоследствии судьба свела ее с лидером венгерских коммунистов Матиасом Ракоши. Так девочка из якутского села Каэллах стала первой леди Венгрии,
женой генерального секретаря рабочей венгерской партии. Следующий съезд женщин был созван лишь через 25 лет, в 1950 году. На этом съезде был избран женский совет во главе с Татьяной Парфеньевной Дмитриевой, главным врачом республиканского детского туберкулезного санатория. Это были годы, когда туберкулез косил людей целыми семьями. Призвание же Дмитриевой было спасение детей. Она первой из фтизиаторов убедилась, что туберкулез в условиях Севера можно лечить климатотерапией. Потому санаторий располагался в Сосновом Бору, а дети с ранней весны до поздней осени находились на свежем воздухе. Лечились дети подолгу, и потому по инициативе Дмитриевой при санатории была открыта школа. Татьяна Парфеньевна отдала любимому делу более 40 лет жизни. Детищу же ее, детскому санаторию, присвоено ее имя. На этой многострадальной, уединенной средней земле, под нижним краем грешно заклятого западного неба, с колдовскими чарами, со злокозненными мыслями племен Абагы, предводителя парня, солнечных людей притеснять начали, племена Аи обижать стали, со 7 скрепами земли матери нарядный цветочный покров уничтожать, топтать стали. С первых дней Великой Отечественной войны женщины по призыву обкома партии начали осваивать мужские профессии. На Золотом Алдане кадровых золотодобытчиков заменили женские старательские бригады. Якутянки осваивали забойное дело, буразрывные работы. Появились первые женщины-шахтеры в Сангарах, Кангаласах, Джибаре-Кихая. На Первом Украинском фронте сражалась танковая колонна «Советская Якутия», в сборе средств на которую вложен немалый вклад женского труда. 20 тысяч вагонов с теплыми вещами и подарками для советских солдат отправились из Якутии на фронты Отечества. Лозунг «Все для фронта, все для победы» в тылу означал жизнь на пределе человеческих возможностей. Девушки, обучаясь на курсах Асавиахима, осваивали профессии радисток, телефонисток, медсестер и отправлялись на фронт. 418 якутянок, призванных в действующую армию, воевали во многих родах войск. Были среди них и зенитчицы, летчицы, танкистки. Они прошли с боями от Москвы через Сталинград, Курск, Украину, Белоруссию, Восточную Европу и дошли до Берлина. В 50-х годах в женское движение стали вливаться те, кому посчастливилось живыми вернуться с полей сражений. Фронтовички организовали впоследствии свой клуб под названием «Катюша» и долгие годы оставались стержнем многих женских инициатив. На последующие съезды в Якутск стали прибывать делегации женщин из Бурятии, Чукотки, Тувы, Магадана и других областей. Уже завязались дружеские связи между труженицами сел нашей республики и других регионов. Вот они, первые подруги-соперницы, мастера высоких надоев Бурцева Елизавета и Былжит Жалцанова. Колхознице Бурцевой за высокие удои молока орден Ленина и звание Героя социалистического труда. Депутат Верховного Совета СССР колхозница Бурцева, знатная доярка колхоза «Победа» Усть-Алданского района, ветеран заполярного животноводства. Из года в год Бурцева добивается рекордных для Якутии удоев молока. Начало хрущевской оттепели ознаменовалось громадьем 7-летних планов. В стране шли преобразования во всех отраслях жизни, и на острие всех событий женщины проявляли свою волю, свой талант. А активисты женского движения следили за их ростом, поддерживали их инициативу, распространяя передовой опыт через средства массовой информации. С детства все должно быть прекрасно.
в юности еще более. Нет, здесь не выставка мод. Это на съезде женщин Якутии. Быть современной женщиной значит быть общественным человеком. А ну-ка, женщины, а ну-ка, бабоньки, да если косынки повяжем, да похозяйствуем, да песенку нашу вспомним, так что нам вечная мерзлота? Тепла у нас хватит. Первый секретарь Якутского обкома партии Гаврил Иосифович Черяев приветствует 5-й Всеякутский съезд женщин. Негасимого тепла вам, наши дорогие! С 3 по 8 съезд в бессменных организаторах форума была Василиса Григорьевна Харунова, впервые создавшая специальный радиожурнал для женщин на республиканском радио. Я в течение где-то 12-13 лет по решению 3-го съезда женщин, тогда в то время не было для женщин журналов, ничего не было, начала выпускать эту передачу на двух языках. Русский язык выпускала Людмила Рыбкина, а я на якутском языке. Но вы скажете, что откуда герои социалистического труда? Вот через наш журнал. Допустим, Окапырна я, наверное, 10 лет, не менее, освещала о ней, о ее молодежная ферма Кептяни Бусалданского района. Стал вопрос обеспечения населения Якутии свежими овощами. Ну, на кого мы надеялись? На хаптагайцев. Поехала я, Екатерина, нашла Новгородову, и давай. Она вот и в воспоминаниях своих пишет: «Спасибо, Василиса Григорьевна, ты нас подтолкнула, чтобы мы обеспечили свежими огурцами день 1 мая, День Победы». Вот, пожалуйста. Она потом стала бригадиром, ее выдвинуло правительство депутатом Верховного Совета 2 созывов, 3 созывов Верховного Совета Российской Федерации. Наши женщины стали постоянными участницами всесоюзных выставок народного хозяйства. На селе все животноводство, огородничество, бурно развивающееся в эти годы, держалось на женских плечах. Теперь женщины овладевали профессиями ветеринаров, зоотехников, агрономов. Было проведено очень много, освоено новых земель, новых сенокосов, пастбищ. Это, естественно, улучшило кормовую базу, и тогда продуктивность скота была повышена. Новые пашни у нас появились, стали производить порядочно зерна. Дальше такая вот отрасль, как картофелеводство. Если раньше, например, оно занимало очень мизерные площади, и урожайность была где-то 33 центнера с гектара, то за годы брежневских вот этих вот пятилеток у нас по республике урожай картофеля повысился до 107 центнеров. На полях и в лесах встречают долгожданную весну. Эту песню о свете и солнце исполняет Анастасия Лыткина, солистка Якутского музыкально-драматического театра. Мир начинает узнавать в лицо Якутию. И первыми полномочными представителями наших северных народов, их самобытной культуры и талантов, конечно же, стали женщины. Будучи студенткой Московской консерватории, я стала лауреатом международного конкурса
в Праге, в Чехословакии. А в 1971 году, уже будучи солисткой нашего Якутского музыкально-драматического театра, я стала лауреатом в городе Мюнхене, это ФРГ. Я стала лауреатом 3-й премии, а 1-ю премию опять же никому не присудили. 2-ю премию получила американская певица. Ну, это, конечно, в то время было событием. Там и прессе писали, и по радио передачи шли. Вот. Но вот услышавшие, кто слышал передачи по радио, ну, были очень удивлены тем, что советская певица из Якутии стала победительницей этих конкурсов. 9-й и 10-й съезды женщин состоялись в годы, когда стабильность общества обрушилась и начались великие перемены. То здесь, то там по стране вспыхивали горячие точки. Материнские сердца с тревогой следили за перемещением войск. Многие встречали цинковые контейнеры с телами своих сыновей, погибших в зонах боевых действий. Мы всегда конструктивно решали все вопросы. У нас дважды вылетали делегации от республики, в том числе и от военного комиссариата, от комитета в Чеченскую республику, еще в Первую войну, в феврале 1994 года и в апреле 1994 года уже с гуманитарной помощью. Депутаты Илтумена летали наши. Поэтому никогда именно формы противостояния у нас не было. Мы всегда были добрыми друзьями, товарищами. Ну, во всяком случае, ни одного нерешенного вопроса у нас нет. И, по-моему, ни мы, ни комитет не можем друг друга упрекнуть в чем-то. В общем-то, это еще во многом держится на авторитете и личной энергии вот Валентины Ивановны, под ее руководством, благодаря ее энергии и так далее. Видимо, наверное, все это происходит на такой конструктивной ноте. Во времена великих перемен дух человеческий поднимается до недосягаемых высот. И нагляднее всего это видно на примере судеб женщин. Старшее поколение, из-под ног которого ушла твердыня былых идеалов, не растерялось. Ведь женщины образовывали самую уязвимую категорию на рынке труда. Среди безработных, зарегистрированных в органах службы занятости, женщин большинство. Кто-то в семье должен принести себя в жертву. Более выносливым и более созидательным оказалась женская половина. Учитель взял сумки, поехал в Китай, многие музыкальные работники и так далее. Условий было создано никаких. Никаких не было условий. Они торговали на улице. Но и выживали в этот момент, когда вообще не было никаких средств к существованию. Вот я, когда теплый рынок открыла здесь, в Силуэте, рискнула это, чтобы выкарабкаться с трудной ситуации. У меня 14 продавцов родили детей. А также они бы разве на улице подумывали об этом? Но их достаток наработанный позволяет им, детям, большая дорога. Они их все учат, у них решается и квартирный вопрос. В настоящее время женщины-предприниматели, вообще все предприниматели, это уже состоявшаяся прослойка общества. Они созидают, они организаторы прекрасно, это руководители, и они уже крепко стоят на ногах. И только с начала нового века это положение начало исправляться. Женская интуиция подсказывает, что в одиночку не продержаться, нужно объединяться. Так уже на 10-м съезде в 1995 году был учрежден Союз женских организаций республики. Председателем Союза была избрана Светлана Ефимовна Николаева. 10-й съезд женщин Якутии вошел в историю как учредительный, юбилейный съезд. На нем мы для себя уяснили два вопроса. Первое – сохранили преемственность, лучшие традиции нашего женского движения. Сохранили мы женские советы на местах, в трудовых коллективах, в улусах, на слегах. Потому что время это сложное выявило, насколько у нас много инициативных, активных, организованных, способных, исключительно конкурентоспособных женщин, которые создали свои женские общественные организации. Потому мы союз.
женских общественных организаций. Второе, мы выбрали демократический путь развития. Мы поддержали политический курс нашего первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева. А 11-й съезд, это съезд уже более, он такой конкретизированный. На нем был утвержден и рассмотрен план национальных действий развития по улучшению положения женщин. И потому на 11-м съезде говорилось много о том, как решить проблемы социальные, как нам развиваться дальше, как идти Якутии по пути мирового сообщества. Женщины Якутии, начавшие свой путь с ликвидации безграмотности среди населения, такие как Мария Дмитриевна Нартахова, Александра Яковлевна Овчинникова, Евдокия Николаевна Горохова и другие, в разные годы становились председателем Президиума Верховного Совета ЯССР. И сегодня женщины входят в состав правительства, избираются в Государственное собрание и Общественный совет России. Секлитея Алексеевна Курчатова, первая женщина в Союзе, председатель Государственного комитета по телевидению и радиовещанию. 7 лет совмещала эту работу с руководством Совета женщин Республики. И сегодня она возглавляет городской совет ветеранов войны и тыла. В канун предстоящего 12-го съезда женщин Якутии проведена республиканская спартакиада среди женщин. Количество участников традиционных соревнований постоянно растет. Расширяются и виды спорта, которым отдают предпочтение женщины, стремящиеся сохранить здоровье, молодость и красоту. В преддверии съезда состоялся и форум городских общественных организаций женщин. Вот так самые острые и больные вопросы волнуют сегодня женщину. Она ближе всего к семье, и ее неблагополучие считает источником многих бед общества. Ни разница в возрасте, ни в общественном статусе не мешали этим женщинам собираться вместе и горячо обсуждать те проблемы, вокруг решения которых предстояло объединить усилия всех женских организаций. Основным программным документом деятельности Союза за эти годы явилась резолюция, которая была принята нами, делегатами, на 11-м съезде женщин Якутии. Особое внимание было уделено подготовке молодого поколения женщин-активисток республики. В этом направлении проведена конкретная определенная работа наследными районными, городскими женскими советами и республиканскими женскими общественными организациями. На 10-м и 11-м съездах много говорилось о том, чтобы организовать работу по обеспечению, по повышению правовой компетентности женщин-активисток. В этом направлении мы также считаем, проведена определенная работа, и, как вы знаете, работал Женский общественный университет. В целом, подводя итоги за эти 5 лет, надо сказать о том, что Союз женских организаций Республики Саха-Якутия к своему 12-му съезду женщин Якутии подходит с конкретными результатами в своей общественной работе. И мне бы хотелось пожелать делегатам 12-го съезда женщин Якутии конструктивной работы и также принятия основных программных моментов в деятельности Союза женских организаций на предстоящие 5 лет. По программе гранта «Гендерное представительство в органах власти Республики Саха-Якутия» в социологических анкетах на вопрос «Какие проблемы вы считаете наиболее острыми?», женщины ставят на первые позиции жизненно важные проблемы, связанные со здоровьем наций, воспитанием детей, образованием и качеством жизни. Вот почему женщина стремится активно участвовать в принятии политических решений власти. Женское движение сегодня – это зрелость, поиск и ответственность перед собственными детьми, перед будущими поколениями. И неизбывная благодарность родной земле предков, земле Саха, с ее былинами Нюргун-Баатур, Кыз-Дебелье. Не случайно со сцены театра, поставившего Аланхо о прекрасной воительнице Срединного мира, сегодня звучит сокровенный алгыз. Дух хозяйка изначальной земли, Аан Алахчин Хатун, в эту сторону погляди, улыбнись.
духи хозяева, трав деревьев, 7 затейливо наряженных детишек. Все вы вместе в эту сторону поглядите, улыбнитесь. Пусть священный очаг возгорится, пусть просторный дом создан будет, пусть со счастливым уделом потомки плодятся, пусть дети, рождающиеся, счастливы будут. Дом, дом, дом. Среди безработных, зарегистрированных в органах службы занятости, женщин большинство. И только с начала нового